Директор музея имени Исмаила Гаспринского показывает сохранившиеся части фонтана, который был посвящен спасению царской семьи от гибели в результате крушения поезда в 1888 году. И надписи, которые сохранились вот на этих мраморных плитах, можно увидеть, они представлены здесь. Написание и текст, сложение текста Исмаил Гаспринский принимал непосредственное участие вместе с учителем Ахмедом Эфенди. Фонтан был установлен при содействии Исмаила Гаспринского. Экспонаты и фотографии тех лет выставляются в доме музея Гаспринского впервые. Сам фонтан не сохранился, его можно увидеть только вот на фотографии этой. Фотография у нас хранится в фондах Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Сегодня Исмаила Гаспринского вспоминают в его родном Бахчисарае. Начали традиционно с праздничной молитвы. Его идеи актуальны на все времена. Из-за этого, сколько бы лет ни прошло, все люди помнят, и не только вот здесь, в Крыму, а по всему миру. Что может быть актуальней? Просвещение. Его главная идея была просвещение, правильное просвещение. И даже Коран начинается с икра, да? То есть читай. Почтить память великого крымско-татарского просветителя сегодня пришли не только представители администрации, но и школьники. Ежегодно мы с классом подходим к бюсту и Исмаила Гаспринского и почитаем его память. Я считаю, что мы должны чтить и помнить память великого сына крымско-татарского народа. Свежи архивные документы о Гаспринском и как о градоначальнике. Городским головой Бахчисарая Гаспринский стал в 28. За 5 лет на этом посту, благодаря прогрессивному, а самое главное, хозяйственному подходу, Исмаилу Гаспринскому удалось наглядно показать способность местного самоуправления удачно использовать муниципальные ресурсы. Экономия и порядок. Эти принципы выражались в одном из первых правил о содержании в чистоте и порядке Бахчисарая. За довольно короткий срок службы людям Исмаил Бей оживил транспортную инфраструктуру и внешний облик города. Когда Исмаил Гаспринский уходил, конечно, народ, который здесь проживал, они хотели бы, чтобы он остался, но получается, что он уже видел себя в другом. Он полностью уже начнет заниматься издательской деятельностью. Основав знаменитый Терджиман, Исмаил Бей прославился и как выдающийся издатель. Его детище просуществовало почти 35 лет. Газета долгое время была единственным тюркоязычным периодическим изданием в России, а с начала 20 века старейшей мусульманской газетой в мире. Руслан Минаев, Максим Турчев, телеканал Миллет.